В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В селе Суардах вода ушла из 23 дворовых территорий. В Верхоянский район доставили более 1,5 тонны гуманитарной помощи. В Вилюйске взялись за порядок. В городе идут рейды по контролю за выпасом скота. От теории к практике в молодежном центре «Патриот» прошел диалог с призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Правительство внесло в Совет Безопасности проект обновленной стратегии развития арктической зоны РФ. Она станет основой новой модели освоения региона, где инфраструктурные, экономические и геополитические задачи будут решаться в связке. Ключевым инструментом реализации стратегии станет комплексный проект развития арктической зоны Российской Федерации и трансарктического транспортного коридора. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, создание коридора – стратегическая задача не только для России, но и для всего мира. И для ее выполнения нужна четкая координация ведомств, регионов и крупных компаний. В Верхоянском районе постепенно улучшается паводковая обстановка. В селе Суардах вода ушла из 23 дворовых территорий, но в зоне подтопления все еще остаются 82 двора. Уровень воды на реке Дулгалах держится на отметке 773 сантиметра. Сегодня в район вылетает вертолет Ми-8 МЧС России для аварийно-спасательных работ. На месте уже трудится 19 спасателей. Идет доставка гуманитарной помощи. Подтопления сохраняются и в других населенных пунктах. Например, в Тамторе под водой 8 дворов и 3 жилых дома, а вот в Алекминском, Хангаласском и Намском районах, а также в городе Якутске уровень воды стабильно снижается. В Верхоянский Улус доставили более 1,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. В груз вошли продукты, вода, предметы гигиены и теплые вещи. Туда же прибыли председатель правительства Якутии Кирилл Бычков и министр по делам гражданской обороны Дмитрий Лепчиков. Они осмотрели в селе Суардах школу, котельную, пообщались с жителями и спасателями. Из-за угрозы дальнейшего подъема воды в Улусе частично эвакуировали людей, развернули пункты временного размещения, а в села Дулгалах и Суардах дополнительно направили спасателей. Оперативный штаб продолжает следить за обстановкой и доставлять грузы жизнеобеспечения. На сегодня число было собрано гуманитарной помощи, финансовой помощи на сумму на 250 тысяч. Закуплены антисептики, закуплены спонсорская помощь, тепловентиляция, утеплители. Все, что могли, на 250 тысяч выкупили. И еще вот компания спонсировала 150 тысяч. На эту сумму тоже они привезли утеплители, осушители, насосы. Для Сайдынского наследия тоже этот груз тоже уходит сегодня с вертолетов. В Вилюйске административная комиссия проводит рейды, чтобы контролировать выпас крупного рогатого скота и лошадей в черте города. Цель проверок – снизить риск ДТП, защитить городскую инфраструктуру и природу, а также напомнить владельцам животных об их ответственности. По закону выпас должен быть организован так, чтобы не подвергать опасности людей, самих животных и чужое имущество. Поэтому бесконтрольно гулять по улицам, скверам, паркам и вдоль дорог скоту и лошадям нельзя. Выгул, выпас животных должен обеспечивать безопасность людей, самих животных и сохранность чужого имущества. Домашний скот может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Так, в текущем году на территории города Вилюйск есть случаи ДТП с участием домашнего скота. Административная комиссия рекомендует осуществлять выпас домашнего скота в специально отведенных местах. За нарушение правил благоустройства города Вилюйск предусматривается административная ответственность в отношении собственников домашнего скота. Административная комиссия проводит совместные рейды с работниками ветеринарии. Выявляем собственников скота по клейму. В Амге проходит выездное совещание филиалов западных и центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Специалисты обмениваются опытом работы в системе 1С и обсуждают, как сделать работу электросетевого комплекса эффективнее. В центре внимания подготовка к осенне-зимнему периоду, цифровизация процессов, автоматизация планирования ремонтов, введение паспортов линии электропередачи и расследование технологических нарушений. Многие доклады основаны на уже реализованных в районах проектах, чтобы успешные решения можно было применять и в других подразделениях. Завершится совещание круглым столом. Участники подведут итоги и наметят дальнейшие шаги совместной работы. Здесь мы внедряем в программе 1С комплекс автоматизации наших работников. Это как мобильный электрик, мобильный мастер. Это позволит нам существенно повысить эффективность нашей работы, производительность труда. В конечном счете, который позволит нам
более эффективно управлять нашим, предоставлять услуги нашим потребителям. Администрация района ставила комплекс проблем по этим проблемным вопросам энергоснабжения потребителей. Тоже здесь проведем ряд совещаний, встреч, в том числе с потребителями. С начала года при содействии филиала Фонда «Защитники Отечества» в республике проведено более 240 мероприятий с участием ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции, охвативших свыше 14 тысяч человек. В числе ключевых направлений работы – патриотическое воспитание детей и молодежи, спортивные и культурно-досуговые мероприятия, а также проекты по увековечению памяти защитников. Продолжается работа по сохранению памяти о погибших бойцах. В районах республики открываются памятные стенды, высаживаются мемориальные аллеи и проводятся консультации для семей по вопросам увековечения памяти героев. В настоящее время фондом проводится сбор заявок от ветеранов специальной военной операции на участие во Всероссийской премии «Возвращение» по 10 номинациям. Кандидатами могут быть ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, которые добились значительных результатов в профессиональной деятельности, общественной деятельности, предпринимательстве, добровольчестве, образовании, культуре и творчестве, спорте, поддержке членов семей погибших и иных социально значимых направлениях. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата приурочена ко дню рождения американского врача Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б и разработавшего первую вакцину против него. Вирусные гепатиты А, Б, С, Д и Е по-прежнему остаются одной из главных угроз общественного здоровья во всем мире. Они поражают печень, могут привести к циррозу и раку, поэтому своевременная диагностика, вакцинация и профилактика помогают защитить здоровье. Так, в частности, в Якутии, благодаря высокому охвату иммунизации детского населения, случаи острого гепатита носит единичный характер. За истекший период 2026 года на территории республики отмечается стабильная ситуация по острым формам вирусных гепатитов. Вместе с тем регистрируются случаи впервые выявленных хронических форм. Защита от гепатита во многом зависит от пути передачи инфекции, однако существуют универсальные правила, которые помогут сохранить здоровье. Самым главным методом профилактики гепатитов является вакцинация. Это самый эффективный метод защиты. Будущие врачи со всей страны совместно с местным медицинским университетом представили в Якутске проект интерактивной карты медицинского и доступного туризма. Разработка стала ключевым итогом студенческой экспедиции, проходящей в республике с 22 по 28 июля при поддержке программы «Открываем Россию заново» и платформы «Россия – страна возможностей». Интерактивный ресурс призван сделать путешествия по Якутии безопасными для людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. В карту включена информация о доступности маршрутов, расположении медучреждений и специфики помощи в условиях Крайнего Севера. В церкви села Алекминская наша съемочная группа была давным-давно, в бытность ее просто часовней. Со временем пристроили алтарь, осветили. Теперь-то и дело приезжает сюда батюшка из города, служит. Чаще всего сюда приходят родные воинов. Вот и в этот раз родители погибшего бойца зашли поставить свечку. К ним присоединилась и Елена Фаст. Вот так иногда распахиваются двери в небольшой церковинке в селе Алекминское и звучат слова молитв. И держи лица святых, Господи, и праведницы сияют, и яко светила усопшая рабы Твоя, раба Твоего упокой, презирая их вся согрешения, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, три сиятельное. В этот раз читали молитву за воинов, ушедших и ныне живущих. Солнечные лучи мягко освещают лики, с улицы доносится щебет птиц. Еще совсем недавно это была часовенка, которую начал строить житель села Николай Шелихов. 13 лет уже она работала, сейчас лет уже 15. Ну вот как алтарь построили, года 4 прошло, 5 лет. Вот так вот. Это когда алтарь сделали, она как уже церковь стала прямо. А так-то как часовня считалась. А вот сейчас как церковь уже. И, батюшка приезжал с Якутска, он благословил и все. Сейчас здесь новый староста. В прошлом году начали строить небольшую котельную и трапезную. Это у нас котельная здесь будет. А следующий это будет трапезная. Чтобы как, в храме, чтобы только молились,
а там, чтобы, отдельно было у нас, чтобы отапливалось каждый, и зимой, и летом, чтобы этот храм был, стоял, чтобы люди приходили, молились сюда. Виктор убежден, люди будут приходить сюда. Есть у него и другие планы. В дальнейшем еще хотим здесь рядом, как я казак, как этот атаман села Алекминска поставили тоже нынче. В прошлом году староста поставили, а нынче атаманом села Алекминска. Поэтому хочу здесь рядом поставить казачий штаб, чтобы был потихоньку подниматься. Казачество поднимать заодно. И православие, и казачество. Как мы казаки православные, вот хотим восстанавливать все это. Елена Фаст, Алекминск. В молодежном центре «Патриот» состоялась встреча-диалог с призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии» Василием Сивцевым. Участвуя в федеральном этапе, уже во второй раз он занял 3-е место, вместе с тем став одним из самых молодых участников. Сам Василий работает главным агрономом в сельхозпредприятии в Усть-Алданском районе, выращивая различные зерновые культуры. На встрече он поделился опытом работы в своей профессии, впечатлениями о участии в конкурсах и проектах. Я всегда говорю, что наша молодежь очень талантливая, разносторонняя, очень открытая и честная. И вот яркий представитель нашей молодежи выиграл уже во второй, целеустремленность показывает, уже участвует второй раз, и во второй раз уже стал победителем, получается. И сейчас будем разговаривать, показывать героя нашего времени, нашей молодежи, что возможно развиваться, можно побеждать на федеральных конкурсах и получать поддержку. Уроженка Усть-Алданского улуса Варвара Бурцева стала одной из обладательниц гранта образовательного проекта «Малый бизнес для большой семьи». Проект провел Республиканский центр «Мой бизнес». Всего же в нем приняли участие 18 представителей многодетных семей. Варвара Бурцева приняла участие с проектом развития бренда авторских персонализированных изделий с якутскими принтами. Помимо всего, участникам провели курсы по налаживанию бизнеса, финансовому расчету, увеличению прибыли со своего дела. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.